Большой привет моей Туве из Москвы. Еще раз. Привет, мой хороший, как у тебя дела? Хорошо. Ты здесь с какими судьбами? Приехать еще выиграть в Москве. Нет, вот сейчас вот здесь, в этом зале, ты что делаешь? Играю и за вас болею. Болеешь за какую команду? КПРФ ТВ. Еще раз, КПРФ ТВ. КПРФ ТВ. Держи пятак, молодец. Как в целом дела? Как у тебя вообще в школе обучение? Как тренировки твои? Все хорошо. В школе пока не учимся, выходные, наверное. Тренировок все хорошо. Так. Дела у меня хорошие, все такое. Так, скажи, как тебе здесь местный уровень футбола, мини-футбола? Тебе нравится, как дяди вон играют? Да, хорошо играет. Больше опыта и сильнее удары, там все такое. Скучаешь по Туве, по Кызылу? Да, скучаю. Передай привет всем тем, кто увидит это видео. От души прям скажи свои пожелания. Всем привет. Спасибо, что смотрите мои видео. И я хочу вам сказать спасибо. И Туве, которые смотрят меня в Кызыле. Спасибо, что меня поддерживали. За 8 лет я много чего успел сделать. Молодец, красавец. А Валентину Васильевичу тоже привет скажем? Ой, то есть спасибо. Ему надо же спасибо сказать? Пожмите друг другу руки, тренер и его ученик. Обалденно. Спасибо тебе, Дембрел, что ты занимаешься сейчас в этом клубе. Да, школа Чертанова очень крутая, большое количество звезд отечественного футбола оттуда вышло. Тебе, Демберел, я хочу лично пожелать. Самое главное, что все твои мечты сбывались, чтобы ты уверенно к ним шел. Видишь, даже стоишь как Криштиану Роналдо, красавчик. А мы будем следить за твоей судьбой. И большое спасибо надо, конечно, сказать папе, да? Отец. Вон он с Аркадием Львовичем, папа Дембрела, общается. Вот, да, привет вам большой. Поэтому все, Василич, всех благ. Всем спасибо. Алдахирян, привет! Рад видеть тебя на земле Москвы. Обратись, пожалуйста, к нашим подписчикам, какими судьбами ты здесь и вообще все дела. Пожалуйста, твой эфир. Эки жұпты эргим жоның болымда футбол дейстің КПРФ командасы жүлде бұрынға КПРФтің команда көгінтіпа жолын ойын жортырында. Дешкалар да жолын аттайлы мен. Да, кстати, друзья, Алдахирян не просто так это говорит, поскольку юное наше дарование, интервью с которым вы видели чуть ранее, он с батей приехал поддержать. Алдахирян, скажи, как тебе в принципе, что ты сделал в своей жизни, что вы сейчас здесь, в Москве, сынок твой играет в обалденной команде Чертанова. Насколько это для тебя я не знаю, эмоционально какая-то для тебя это подвиг или что, как это, зов сердца, буквально для наших зрителей? Как это началось? Это первое футбольное движение, шаги, то есть получается игрок, именно сам игрок. То есть ребенок отжег мне. В Кызыле ты куда его вообще отвел? Футбольную секцию СК Кызыл. К Валентину Васильевичу, Валентину Васильевичу привел. То есть можно считать Валентина Васильевича первым тренером его? Ну, естественно. Вот это круто. Первые футбольные Васильевич, шаги. крутой, прикинь. Он вырастет, когда первый контракт подпишет на $20 миллионов в год. Я думаю, процент тебе хоть отстегнет, это дай бог, чтобы это все так и было. Как вы в Москве оказались? Как вы в Москве оказались? Приехали на каникулы, на эти сборы, отборы. Его там отобрали, сказали, с мячом хорошо, физически крепкий, все. Если вы согласны переехать сюда со своим сыном, то такие предложения вообще даются 1 на миллион. Я сказал да. Ты сразу, Конечно, что ты думаешь? Да. Мы же живем для кого? Для детей, для будущего. 100%. Правильно? Да, это так оно и есть. Да. И вы закрепились сейчас в Москве, получается, да? Полгода мы вдвоем сыном были, а сейчас я со своим сыном перевез сюда. Ехали мы сюда 6 дней на машине, спокойно приехали. Вы даже на тачке ехали в Москву? Да, как в Москве без машины очень трудно. Да, я согласен. Да. И сейчас у тебя тут работа, то есть семья, то есть он, получается, в Чертаново полностью образование получает и параллельно тренируется еще, да? Они прям в этой же школе все происходит. После урока пришел, покушали, через час переоделись, раздевалку сразу в поле. Даже из этой школы выходить никуда не надо. Друзья, я обращаюсь ко всем тем, кто увидит наше, видео. Во-первых, да, в Туве нам надо реально развивать игровые виды спорта. И я уверен, что таких талантов у нас в республике, не просто десятки, наверное, сотни ребят, кто может свою мечту. Это хорошо, что у него папа, который везде за своим сыном, это реально отцовский, прям крутой пример, это прям очень здорово. Ты приехали вы на игру, когда мы играли с Санкт-Петербургом. Друзья, увы, вторую игру мы проиграли 1-3. Как думаешь, почему мы с Санкт-Петербургом проиграли? Мы вели 1-0.
Ну, во-первых, игра была очень интересная. Любые команды при счете 1-0, конечно, могли закрыться, да? Да. И в футбол не играть, то это уже не футбол. Футбол это в первую очередь зрелище. А если это не зрелище, это уже не футбол. То есть очень зрелищно. И атаки туда, и туда были. В футболе Ну, они бывает помоложе, просто- да, просто? Да, помоложе, и где-то везение такое. Да, вот есть это вот такое. бывает. Бывает такое. Теперь у нас осталась игра, получается, с Самарой. Решающее. Решающая, выйдем мы из группы или нет. Ну что ж, друзья, я хочу пожелать, Алдык Кирилл, давай, тебе здоровья, всех благ, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо, что приехали поддержать, Рискомовскую команду. Ну, мы стараемся, поэтому подписывайтесь на канал Республика, отводите детей в спортивные секции, и мы уверены, что талантов у нас в Туве прибавится гораздо больше. Всем пока!